Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Повторного закрытия границ Абхазии для туристов не будет, так как о новой вспышке коронавируса говорить не приходится. Об этом, в частности, заявил в интервью «Известиям» президент республики Аслан Бжани, отвечая на вопрос, насколько пострадала экономика республики за время кризиса без российского туриста. Аслан Бжани отметил, что экономические потери Абхазии из-за пандемии и известных ограничений весьма значительны. Положение существенно усугубил по существу срыв туристического сезона. Но мы не опускаем руки, несмотря на сложность и тяжесть положения, сохраняем рабочий деловой настрой, перестраиваемся и действуем, исходя из сложившихся реалий. Рассчитывая на поддержку дружественной нам России, понимаем, что успешность пути выхода из кризиса зависит в первую очередь от нас самих, от качества и эффективности управления в экстремальной обстановке, отметил Аслан Бжани в интервью изданию. Президент Абхазии также ответил на вопросы относительно взаимоотношений с Грузией и перспективы открытия международного авиасообщения через аэропорт Сухума. Интервью главы государства «Известиям» полностью вы можете прочитать на страницах государственного информагентства «Апснопресс». За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 111 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 5 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 39 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано 5 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 148 человек. Из них 50 выздоровели. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Купальный сезон в Абхазии официально открылся 5 июня. Предписания Государственной инспекции по маломерным судам МЧС включают в себя выполнение нескольких требований, а именно очистку морского дна и установку ограничительных буев, а в местах, где купание запрещено, специальных знаков. Насколько безопасны для отдыха республиканские пляжи? Соблюдаются ли там меры безопасности и какие правила необходимо знать всем купающимся? Выяснили наши корреспонденты. Репортаж Сария Кварацхелия. Каждый год Абхазию посещают сотни тысяч туристов. Их привлекают чистый воздух, обилие фруктов и, конечно же, Черное море. Однако, какой бы теплой ни была вода, самым важным фактом остается безопасность купающихся. Согласно предписаниям МЧС Абхазии, администрации городов и районов должны были подготовиться к сезону, очистить морское дно от опасных предметов, установить ограничительные буи, а также разрешающие или же запрещающие знаки. Однако не во всех районах были проведены подготовительные работы. Новый Афон, Гудаута и Гулерипческий район, они отказались главы администрации, хотя они и просили еще немного времени, мы им откладывали по времени, но и тем не менее в конце они сказали, что у них нет возможности выполнить все эти пункты. Хотя мы вошли в положение и требовали с них хотя бы вот эти 3 пункта: осмотр подводной части, выставление буев и выставление знаков о запрете купания. Также во время всего купального сезона на каждом пляже в радиусе 500 метров должен находиться спасатель со спасательной лодкой. Но по факту их нет по всей Абхазии. Спасателя должны нанимать администрации городов. Это мы до всех глав администрации доводим, что это работа на них. Единственное, с нашим мы можем им помочь подготовить данных спасателей, потому что человек должен знать все эти маневры спасательные. И времени, в принципе, немного на подготовку нужно. Но мы готовы помочь подготовить данных спасателей бесплатно. В администрации города Сухум с пониманием относятся к предписаниям ГИМС и по мере возможности реагируют на них. В частности, силами столичной администрации проведены работы по улучшению санитарного состояния купальных зон на пляжах города. Пляжные зоны в городе Сухум были оснащены соответствующими буями для того, чтобы граждане понимали границы зон для плавания. Были устранены с пляжей все опасные предметы и различный бытовой мусор, который находился на пляжах. За счет средств администрации также были проведены водолазные работы совместно с МЧС. Участки дна, которые опасны для купания, были составлены паспорта таких участков. И на текущий момент мы
опять-таки за счет средств администрации города Сухум разместили заказ на изготовление информационных указателей для тех мест, где купание либо запрещено, либо ограничено. У нас таких мест порядка 10-12 на всем протяжении зон для купания. В ближайшее время эти указатели будут изготовлены, и мы их установим, опять-таки, силами администрации города Сухум. В Абхазии много рек, которые впадают в море. В их устьях в радиусе 20 метров купаться запрещено. Однако не всегда наличие соответствующих знаков останавливает людей. Мы на катере нашем подходили к тому месту, и все равно там люди купаются, взрослые, не дети. Взрослые люди, понимая всю безответственность, все равно мы их оттуда все равно сказали, чтобы они там не купались. Селом мы их оттуда вытащили, но и тем не менее люди заходят, купаются в таких вот самых опасных местах. Некоторые пляжи столицы по договору были переданы частным лицам. Помимо платных услуг, арендаторы обязаны за свой счет поддерживать купальные зоны в надлежащем состоянии. Однако далеко не все эти обязательства выполняются. Ряд арендаторов, те, которых удалось найти, мы об этом предупреждали. Пока результатов нет, но эта работа будет продолжена. И хотелось бы отметить, что те арендаторы, которые взяли пляжи в аренду для оказания различных пляжных услуг, должны нести все обязательства по поддержанию санитарного состояния и безопасности купания за свой счет и под свою ответственность. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам участвовала в профилактическом рейде с целью выявления нарушений. Будьте добры, вот этот буек не трогать. Просто не заплывайте за буи. Я же не заплыла. Ну вы их трогаете, а потом они у нас теряются каким-то чудным способом. Красть не буду. Обязуюсь. Все, хорошего отдыха. На побережье Абхазии большое количество непригодных причалов, где категорически нельзя купаться и пришвартовываться. Вот один из них. На данном причале купаться запрещено. Как видите, причал полностью разбитый. Наши водолазы проверяли данный причал и выявили много штырей и слева, и справа. Мы до глав администрации это все довели. Они пообещали нам выставить в ближайшее время знаки о том, что здесь купаться запрещено. Прозрачная морская вода тоже может таить опасность. Помните о преломлении света. Вам может казаться, что глубины достаточно для безопасного прыжка, но проверять это, рискуя собственной жизнью, плохая затея. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова освободили, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева. В воскресенье по всей Беларуси прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Недовольные организацией результатами голосования граждане вышли на улицы. Силовики встретили протестующих водометами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. В результате протестов в белорусской столице были задержаны и несколько сотрудников СМИ. Один человек погиб. Поступить в вуз больших возможностей. В Сухуме в здании средней 4-й школы прошли вступительные экзамены в Белгородский государственный технологический университет. В этом году заявление на поступление в вуз подали 8 человек. О том, какие специальности предлагает БГТУ и как проходили испытания, расскажет Гугут Савардания. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии и руководство Белгородского государственного технологического университета тесно сотрудничают уже на протяжении нескольких лет. Абитуриенты из Абхазии поступают в БГТУ ежегодно. На данный момент в одном из ведущих высших учебных заведений России обучаются около 70 абхазских студентов. В этом году заявление на поступление в Белгородский вуз подали 8 человек. Арут Топчан – один из них. Молодой человек выбрал направление строительства, мечтает строить мосты и работать в Абхазии. В Абхазии, насколько я знаю, только один мастер, который занимается мостостроением. И вот я хочу как-нибудь его поддержать, помочь ему. Мало таких профессий у нас в Абхазии. Я хочу поднять нашу Абхазию.
В Белгородском государственном технологическом университете представлен широкий спектр технических специальностей, востребованных в современном производстве. Приезжать в Абхазию и отбирать самых лучших и активных ребят уже стало доброй традицией, говорит директор Института организации и управления набором Сергей Булгаков. Почему приезжаем? Потому что ребята очень трудолюбивые, они осваивают образовательные программы, и ребята достойные отбираются. Это победители различных олимпиад, конкурсов. Ну и, соответственно, они достойно представляют Республику Абхазию на Белгородской области. Экзамены проходят в один день. Преподаватели БКТУ проверяют абитуриентов на знание русского языка, математики и физики. В тесте около 20 вопросов. Ребята тестируются по русскому языку, по математике и по физике. Ну, в зависимости от того, на какое направление они поступают. Если они поступают на IT-направление, они, соответственно, тестируются по информатике. Если это инженерные направления, то они тестируются по физике. Вопросы есть, где можно дать развернутый ответ, либо выбрать из предложенных вариантов. Результаты тестирования будут известны в ближайшее время. Всего БГТУ ежегодно выделяет для абитуриентов из Абхазии немалое количество мест по востребованным техническим специальностям. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Сухуме прошел онлайн-тренинг на тему комплексного подхода к организации работы школы в условиях карантина. В мероприятии приняли участие министр просвещения и языковой политики Налгабле. Организаторы тренинга Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Абхазии связались с экспертом из Эстонии Анной Голубевой, которая поделилась с абхазскими коллегами опытом в области дистанционного обучения. Как отметил специалист по образованию фонда ЮНИСЕФ Рустам Аншба, такого рода тренинги проводятся, чтобы поддержать систему в условиях пандемии, а также найти способ продолжать образование в случае неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. У нас эксперт из Эстонии, который знакомит нас с опытом того, как эстонские школы справлялись с карантином, с закрытием школ. Таким образом, мы пытаемся спланировать и оказать поддержку внутри системы для того, чтобы подготовиться к учебному году, который будет в сентябре. Надеемся, что он будет, и, учитывая вот эту вот всю ситуацию, хотим поговорить о вариантах обучения. Есть там варианты, которые полностью онлайн формата, есть варианты, которые гибридного формата, когда две системы смешаны, и как раз обсудить ситуацию и понять, что наиболее подходящее для Абхазии. Это наша главная цель сегодня от этого мероприятия. Это будет двухдневное мероприятие, которое полностью проходит в онлайн-формате. Надеемся, что такой очень интересный, необычный опыт, но надеемся, что он будет довольно-таки продуктивным и полезным. В Абхазском государственном университете начался второй этап конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии». Проект нацелен на выявление и поддержку молодых талантливых управленцев. Победители конкурса получат возможность прохождения образовательных стажировок в Москве и поддержку по трудоустройству в Абхазии. Эсма Гуланзе продолжит тему. Сегодня проходит второй этап конкурса с громким названием «Гордость Абхазии». Из 150 поданных заявок отобрано 50 молодых людей, приславших видеоэссе со своими проектами. Сегодня участники конкурса будут соревноваться в теоретических знаниях. Учитывая эпидемиологическую обстановку в республике, конкурсантов разделили на группы, которые будут проходить тестирование на протяжении 2 дней. Основная задача – ответить на 40 вопросов теста, а также пройти собеседование. Все вопросы и задания держатся в строгом секрете. Оценивает участников конкурсная комиссия, в которую входят деятели культуры, науки и политики. На протяжении всего проекта они делятся знаниями и опытом с молодым поколением. Важно не победа, а участие. Это олимпийская система. Вот 50 человек на 5 мест, 10 человек на место. Какие бы результаты здесь не были, вы объединиться должны по этому проекту. Там 5 человек будут выделены, но все равно народ будет знать, что участвовали в этом
вот эти люди. С самого начала проект «Гордость Абхазии» привлек множество молодых людей разных занятий и сфер деятельности. По условиям конкурса главная задача его участников – представить проекты «Как я вижу Абхазию» в 2030 году. 23-летний Аминат Ачба – юрист по образованию, видит свою родину безопасным правовым государством, а ее жителей – законопослушными гражданами. Постараюсь сделать все возможное в случае, если предоставится такая возможность, сделать все для того, чтобы повысить уровень законопослушания в нашем государстве и усилить меры по безопасности, которые, я считаю, необходимы, являются постулатами и основами любого государства, которое должно строиться на современном этапе. Еще один участник проекта, Инал Тужба, видит будущее страны в развитии туризма и сферы услуг. И начинать, по его мнению, необходимо с регионов. Я хотел выделить Ачимчирский район, который, к сожалению, пока очень слабо развит. Если мы сможем развить данный район, то есть это приведет к мультипликативному эффекту. Развитие одного района потянет с собой другие районы, плюс развитие именно сферы услуг и туризма потянет за собой здравоохранение, развитие сельского хозяйства, транспорта, логистики и всего остального. То есть развитие туризма для нас – это основная отрасль, которую мы должны толкать вперед. Конкурс «Гордость Абхазии» проходит на базе социальной платформы «Будущее Абхазии», которую возглавляет действительно государственный советник России Инал Ардзенба. Основные принципы конкурса – честность, прозрачность и профессионализм. Всеми этими качествами, по мнению организаторов проекта, должны руководствоваться будущие лидеры. Первый рейтинг конкурсантов составляет 50 человек. Конкурсантов мы разделили на 2 дня, то есть второй этап будет проходить 11 и 12 августа. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, в Министерстве здравоохранения мы согласовали все меры предосторожности для проведения второго этапа. По итогам второго этапа будет сформирован второй рейтинг конкурсантов, который будет состоять из 25 человек. Далее уже после финала проходит 25 человек, и из 25 определяются 5 победителей конкурса. Итоги второго этапа конкурса будут объявлены 13 августа. Финал пройдет в конце августа текущего года на площадке Абхазского государственного университета. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Абхазии с 15 августа официально открывается охотничий сезон. Охотиться на территории республики можно будет по 15 марта 2021 года. Сезон традиционно открывается с охоты на перепела. За сутки можно подстрелить не более 20 птиц. С 1 октября будет разрешена и охота на зверей, копытных животных и хищников. В нашей стране разрешено охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, волка, шакала. Запрещается охотиться на все виды зверей и птиц, внесенных в Красную книгу. Это благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц. Кроме того, запрещается охота в особо охраняемых зонах, заповедниках, национальных парках, в промышленных зонах, в городах республики и на расстоянии 3 километров вокруг них. С 15 августа на территории Абхазии открывается охотничий сезон на перепела. В связи с этим хочу поздравить всех охотников с этим знаменательным событием. За одну охоту охотнику можно добыть не более 20 перепелов. Зверовая охота будет немного позже, с 1 октября. Сейчас разрешенная охота только на перепела. Сухумский водоканал сообщает, что 12 августа в связи с ремонтными работами по улицам Ардзенба и Званба с полуночи до 20 часов будет прекращена подача питьевой воды в Старом поселке, в районах Колоса, вокзала, Виема, в центральной части города и по улице Адыгейская. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен дождь с грозой. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.